следующее. Ведем передачу по поводу убийства царской семьи. Сидит полковник Следственного комитета с бородой, явно антикоммунистически настроенный мужик, такой православный, и говорит: я расследовал вопрос как следователь. Я вам сообщаю, что Ленин и Свердлов не убивали царскую семью. Они хотели, и тому есть документы, привести ее в Москву целенькой, сохранной и устроить громкий суд, после чего казнить. Они хотели повторить французскую революцию, Мария Антуанетта, да, и король на гильотине, при глазах народа, напитать народа этим зрелищем. Они не хотели их убивать там где-то на задворках. Всем с этим я хочу передать слово очень интересному свидетелю Соловьеву Владимиру Николаевичу. Владимир Николаевич старший следователь по особо важным делам Государственного следственного управления, Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации. Он вел дело о гибели Николая II и членов его семьи. Владимир Николаевич, я просто хотел бы, чтобы вы поделились и как историк, и как профессионал, и как человек, который за это отвечает, новой информацией. Ну, понятно, то, о чем я говорю, это официоз, поскольку мной 15 января 2009 года вынесено постановление о прекращении уголовного дела по гибели членов Российского императорского дома. К какому выводу мы пришли? В данном случае я могу сказать, что Екатеринбургский областной совет был особо настроен к царской семье. Когда царская семья еще находилась в Тобольске, уже было принято негласное решение Уралоблсовета, его большевистской верхушкой, о убийстве всех членов царской семьи. Это решение не всегда совпадало с решениями вышестоящими Ленина и Свердлова. Сразу должен сказать, что я не пытаюсь представить Ленина и Свердлова как неких добрых таких правителей, которые никого не убивали и ничего не делали. Но когда речь заходит о расстреле царской семьи, то следствием было установлено то, что непосредственного решения о расстреле Николая II и членов его семьи ни Ленин, ни Свердлов не принимали. Во всяком случае, таких документов мы не нашли. На каком уровне было принято это решение? Я считаю, что это решение было принято на уровне президиума Уралоблсовета. После чернового принятия решения член Уралоблсовета, военный комиссар Урала, главный партийный деятель Урала Филипп Голощекин поехал к Ленину и Свердлову, чтобы посоветоваться насчет того, как убить царскую семью. Мы не имеем ни одного документа, где Ленин и Свердлов категорически заявили о необходимости расстрела царской семьи. Вы полностью исключаете ситуацию, при которой что называется, стрелка была переведена сверху на более низкий уровень, и это не зафиксировано ни в каких документах. На самом деле Ленин или Свердлов, или они оба кивнули головой, когда зашла речь о расстреле. Я понимаю, о чем вы говорите, и надо смотреть конкретную политическую ситуацию. И Ленин, и Свердлов в душе наверняка были за уничтожение всех членов царской семьи. Этого я не отрицаю. Но мы имеем конкретную политическую ситуацию. Это 6 июля, убийство Мирбаха и возможность наступления немецких войск и одновременное смещение большевиков. Левоэсеровский мятеж. Левоэсеровский мятеж одновременно. И вот здесь и Мария, и Александра Федоровна, и дочери – это были германские принцессы. Немцы неоднократно намекали на то, что они должны быть живы, оставаться в комфортных условиях. Убийство немецких принцесс в условиях убийства Мирбаха и возможного наступления немцев грозило не только репарациями, не только занятиями больших каких-то новых территорий России, но это грозило и смещением большевиков от власти, устранением их от власти немцами. Все не так просто. То есть нельзя сказать о стопроцентной управляемости Екатеринбурга. Со стороны Екатеринбурга были убиты двоюродный брат Ленина, второй племянник Ленина. Собирались уничтожить всю семью Ардашевых из Екатеринбурга, зная при этом, что они близкие родственники Ленина.
Мало сейчас кто знает, что ленинец в Екатеринбурге, например, в марте 1918 года, как пишет в своих воспоминаниях Юровский, это было ругательное слово. То есть не все так просто. И я думаю, что основой для расстрела послужил диалог между Лениным и Голощёкиным. Голощёкин приехал к Ленину и сказал: мы не сможем уберечь эту семью, если будут наступать Белочехия и сибирская армия, они могут попасть в плен. Тогда Ленин сказал: но у вас фронт, а Москва — это самый глубокий тыл, отправляйте к нам. То есть там большевики стреляли в большевиков. Не потому, что те любили царскую семью, а потому, что у Ленина и Свердлова был приказ довести их до Москвы. Екатеринбург решился на то, чтобы уничтожить больше 100 большевиков из самого лучшего отряда, когда Яковлев сопровождал царскую семью из Тобольска в Екатеринбург, только для того, чтобы убить царя и кого-то из его На ваш взгляд, окружения. почему не было выполнено это распоряжение Ленина, отданное Голощёкину? В Москву? Есть очень интересные воспоминания Белобородова. Может быть, было дано и другое распоряжение? Следствие может руководствоваться только документами. И документы, и логика этих событий говорит о том, что, во-первых, Николай II в это время не представлял никакой ценности как политическая фигура. Мы не видим ни одного яркого монархического движения в этот момент. И в этот момент готовился суд. Готовился суд над Николаем, где нужно было его обличить, нужно было облить его грязью, где он 100% был бы расстрелян, Николай. Но этого не было сделано по разным политическим моментам. И убийство прошло как-то нейтрально. Не смогли сделать из этого политическое шоу. Она очень ясная. Я предлагаю посмотреть эту передачу. Я же не могу его тянуть за язык, да? И на нем, просто у него печатью крупно на лбу написано, что он не коммунист. Он такой православный ортодокс. Да? Он освещает эти факты и приводит документы. Говорит: все, кто могут, я официальное лицо, я лицо в погонах, я расследованием занимаюсь. Я не историк, я следователь. У меня все документы на руках. Вот переписка, вот шифротелеграммы, вот это вопрос закрыт. Посмотрите передачу. Она же в интернете все есть. Посмотрите. А другой слой этого, это известное расследование Соколова. Там все здесь ссылаются на фразу царицы, написанную на иконе. Да? E.N. Camus. E.N. Camus. You were absolutely right. That's Green Dragon. E.N. Camus. You were absolutely right. That's Green Dragon. И говорят: видите, большевики. Я перевожу фразу с английского. E.N. Camus. Вы были абсолютно правы. Это зеленый дракон. Кто такой E.N. Camus? Это мэтр Филипп, глава мартинистов, который уговаривал ее не доверять Распутину и всем прочим. Что она пишет мэтру Филиппу на иконе в предсмертный час? Вы были правы, это зеленый дракон. Но зеленый дракон — это не коммунисты, это японский орден, который работал вместе с прибалтийскими нацистами и, так сказать, шведскими резидентами. Причем тут коммунисты? С каких пор зеленый дракон стал? Какая связь между зелеными драконами? Это Гаусгофер. Это та сила, которая потом делала Гитлера.